ГСП онлайн. Городские новости сейчас. 28 июня в Сыктывкаре состоялось заседание Президиума Госсовета Республики Коми. На нем рассматривался вопрос о загрязнении атмосферного воздуха, в частности в городе Ухта и пригородной зоне. Напомним, 17 июня около полудня в поселке Подгорный запах стоял такой, что дышать было нечем. Как пояснила нашему корреспонденту в завклубом, они уже к такому привыкли. Но Екатерина Руденко заявляет, нельзя так оставлять эту ситуацию. По ее словам, загрязненность воздуха в Ухте 83%. Несмотря на это, о выбросах в атмосферу люди не особо говорят. За год в единую диспетчерскую службу поступило всего 6 звонков. Кроме того, проводится суточный мониторинг загрязнения воздуха и выезд спецгрупп на место. А вот проблема как была, так и остается неразрешенной. Трудности, во-первых, в том, что пока группа соберется, запах уже может в это время улетучиться. Потом роза ветров меняется, да. Ну и одна из проблем, конечно, это то, что замеры делает единственная лаборатория «Лукойл», предприятие, которое одно из, может быть, источником загрязнения воздуха, поэтому, насколько это объективно, конечно, сказать сложно на сегодня. Решение проблемы – приобретение собственной передвижной лаборатории по мониторингу загрязнения воздуха, а также еще 2 стационарных независимых пунктов с круглосуточными измерениями. Ведь, как правило, все выбросы происходят либо в вечернее время, либо на выходных. Кроме того, стоит вопрос и о расширении перечня загрязняющих веществ. На сегодня замеры у нас делают по 4 показателям, всего их порядка 45. Стоимость одной установки около 10 миллионов рублей. Так кто выделит деньги на приобретение станции и сколько людям еще ждать, вопрос остается открытым.